Зумрад пригласила в гости свою подругу Мадину на чай. Но вместо доброй беседы с порога начала рассказывать, что стала продавать уникальные товары и уговаривать ее их купить. Предложила также стать продавцом, обещала большие деньги при небольших усилиях. Мадина сказала подруге, что в сетевом маркетинге много сомнительного. А Аллах призвал нас отдаляться от такого. Сказано в хадисе: «Оставь внушающее тебя сомнение и обратись к тому, что сомнений у тебя не вызывает». Зумрад считает, что сетевой маркетинг — благо, а кто сомневается — просто ленивый человек. Мадина уже консультировалась с имамом. И вот что он ей сказал. Сетевой маркетинг — это система прямых продаж, при которой бренд не ждет, пока клиент заинтересуется товаром и совершит покупку, а привлекает независимых продавцов для поиска покупателей. Распространители обзванивают людей, ходят по квартирам, создают группы в социальных сетях. Иногда эти продавцы бывают навязчивыми и грубыми. Они привлекают не только клиентов, но и новых продавцов товара. Предлагают разные схемы заработка, в которых человек может получить большую прибыль при минимальных условиях или полном их отсутствии. Сетевой маркетинг очень похож на финансовую пирамиду. В чем же их сходство и отличие? Финансовая пирамида — это организация, прибыль которой формируется за счет постоянного потока денежных средств при отсутствии какой-либо реальной деятельности или продукта. Это заведомо мошенническая организация, которая предлагает разместить инвестиции под невиданный высокий процент, обещая инвесторам быстрый заработок и огромную прибыль без какой-либо работы с их стороны. Компания ничего не производит и не оказывает услуг. Сетевой маркетинг — это многоуровневая структура, напоминающая пирамиду. Верхняя часть сети маленькая, там находятся руководители руководителей, руководители групп, и в нижней части находятся отдельные партнеры, которые занимаются продажами конкретного товара или услуги. Условия, при которых сетевой маркетинг может быть халяльным. Первое. Обязательное наличие товара либо услуги. Второе. Полезный продукт высокого качества. Третье. Для получения прибыли необходимо трудиться, то есть это должно быть полноценной работой, умственной или ручной, и никакой халявы. Условия к доходу. Дистрибьютор на собственные деньги закупает продукцию у компании, чтобы обеспечить наличие товара у себя. Доход от товарооборота группы зависит от результата продаж, а не от того, кто является начальником. Все риски, которые может понести продавец в виде потери прибыли, должны быть прозрачны и озвучены. Важно наличие качественного продукта, отсутствие обмана и обоюдное согласие при купле-продаже. Сетевой маркетинг считается харамным при условиях. Первое. Отсутствие товара либо наличие товара, не имеющее никаких уникальных свойств, которые можно купить в других магазинах дешевле. Второе. Вознаграждение агенту выплачивается не с товарооборота, а за вовлечение новых агентов. Третье. Тот, кто пришел раньше в такую сеть, независимо от своей активности, будет всегда получать больше, чем тот, кто пришел позже. Четвертое. Человек, который организовал группу, пришел в эту фирму раньше других, получает пассивный доход. То есть сам не работает, а использует труд других людей, получает свою прибыль за счет прибыли других. Пятое. Обещание баснословных доходов без риска. Шестое. Сокрытие этих рисков. Большинство современных ученых запрещает сетевой маркетинг. Если вы заинтересовались таким заработком, то отнесите договор к знающим людям, чтобы учесть не только вопросы фикха, но и общие цели шариата. Братья и сестры, зарабатывайте на жизнь дозволенными путями. Аллах знает лучше. Мир и благословение посланнику Аллаха и его семье. Ассаляму алейкум. Мир вам.